Дорогие друзья, сегодня мы в очередной раз здесь дань уважения, дань памяти Николаю Васильевичу Лимаеву. Мы приходим сюда, вот и молодежь с нами. Сегодня у нас, что интересно, участники СВО с нами. Вот, это тоже как-то такие заслуженные. Вот мы все вместе пришли, сейчас у нас мы собираемся, потом в наш штаб едем, там обед поминальный. Ну, Николай Васильевич Лимаев, каждый год мы говорим, значит, уникальный человек. С каждым годом его значение, его уникальность, его труды мы с каждым годом все больше ценим и понимаем. Но надо отдать должное и правительству Татарстана, и в Нижнекамске. Вот сейчас, значит, есть у нас уже сквер Лимаева, памятник Лимаева. Сейчас идет разговор, чтобы и улица была Лимаева. И вот я буквально месяц назад выступал в колледже имени Лимаева. Поэтому пусть земля будет пухом, мы все помним. Он был уникальный человек. Вот мы сегодня на сайте поставили фильм про него, про его политику, которую он вел, как он заботился о работниках. Вот, особенно вот, значит, больницы, профилактории, детские сады, школы, все объезжал. И вот за 20 лет он у нас, Нижнекамский нефтехим, превратился в такой индустриальный, такой очень мощный завод. Вот, работал потом и здесь, когда он работал, мы встречались. Он был сначала замминистра нефтедобывающей нефтехимической промышленности, потом стал министром, потом он был долгие годы еще советником у Шаймиева, тоже сыграл огромную роль в становлении Татарстана нефтехимии. Поэтому мы о нем сегодня расскажем молодежи, что вот очень наглядный пример из народа своим трудом, своим усердием, талантом достичь и оставить о себе такую положительную память. Вечная память, всегда будем помнить. Очень много сделал для штаба нашего, для Конгресса татар, в частности вообще для людей, для земляков своих, вышедших из Татарстана. Я наконец-то преклоняюсь перед этим человеком. Он уже для нас как человек-легенда. Спасибо вам, Николай Васильевич, что вы так много сделали для нас, для своих соплеменников. Очень хорошо, что мы сегодня съездили. Мы это выставим у нас на сайтах. Это все пример молодежи. Вот мы съездили сегодня к уникальному человеку, Николаю Васильевичу Лимаев. Многие его знают. Многие с ним, кто-то с ним работал, кто-то был еще молод, когда он сработал. Вот я еще в комсомоле был тогда. Но поскольку он был друг нашей семьи, вот все спрашивают, что такое штаб. Штаб – это в какой-то степени неформальное общение по интересам, не на работе, а в какой-то домашней обстановке. Вот. То же самое Лимаев, ввел он это. Он был примером. Вот, его, кто школу прошел, потом многие по всей России работали на руководящих должностях. Да? Он, значит, за 20 лет, больше 20 лет построил уникальный завод. Был замминистра, потом был министром, потом был советником у Шаймиева. В чем его уникальность? Вот? То, что вот он никогда никого он не убирал с работы. Смотря на человека, он находил ему место по его способностям. Может быть, он в снабжение отправлял кого-то, кого-то на общественную работу, кого-то на производство. Вот. И у нас в городе, вот я нынче, месяц назад выступал в колледже, есть самый большой колледж в Нижнекамске, значит, где готовят рабочих для нефтедобывающей нефтехимической промышленности имени Лимаева. Вот, там есть музей, там о нем помнят, студенты о нем знают. Вот. Есть у нас сквер Лимаева, памятник Лимаева. И вот теперь у нас обсуждается вопрос, чтобы большую трассу от химкомбината до города назвать тоже в честь имени Лимаева. Ну, поскольку мы продолжаем дело Табеева, Табеев и Лимаев, они были в одном офисе, где-то уже вот потом на Гелеровском, на проспекте Мира, были также знакомые. И вот
Значит, это тогда вот про то время очень часто мы слышим, что был застой. Ну какой застой? Они день-ночь работали. Каждые 2 года у нас вводился в эксплуатацию пусконаладка какой-то новый завод. У нас началась первая зона. Вот, изопрены сначала, изопрен-мономер 2, потом синтетические каучуки. У нас начали выпускать бутиловый каучук, что редкость очень. Да? У нас всего в России 2 завода, по-моему, бутилка. Каждая 3-я резина в России была из нижнекамского каучука. Вот. Потом началась, только благодаря его стараниям, получилось такой вот 16 заводов, 5 управлений, значит, вторичная переработка нефти. Это и стиролы, лапролы, значит, полифиры. Поэтому он все это хорошо знал, и именно то, что он был консультантом у Шаймиева последние там 7-8 лет, то, что вот это тоже сыграло роль на становление и вектора политики нефтяной промышленности у нас в Татарстане. Вот, поэтому вот мы о нем помним, хорошо, что мы съездили. Вот, мы туда раз в год, 2 раза в год ездим со студентами, Бауманки и Керосинки, как мы ее называем, да, значит, Плеханова, Бауманки мы берем туда, и Губкина. Вот 3 института, которые как-то более связаны с нефтедобывающей, нефтехимической промышленностью. Вот. Поэтому вот из простой семьи, своим старанием, трудом, усердием, да, вот все это он добился. А такие люди вот государственного масштаба, как Николай Васильевич Лимаев, они делают политику в нашей стране, политику в направлении совершенствования благоустройства страны, городов. Вот, это очень важно. Создание рабочих мест. Да, создание рабочих мест и так далее. Поэтому русский человек, он создал предприятие градообразующее. Вот, и город стал развиваться, и поэтому сейчас он достиг уже 250 000 000, поэтому вот его заслуга, это, я не знаю, там не то что улицу, там нужно памятники в центре ставить этому, значит, человеку, который создал, в общем-то, этот город. Вот. А потом, перейдя сюда, конечно, он тут сыграл очень большую роль в эти годы, потому что развивалась нефтяная промышленность. В конце концов, он стал министром нефтяной промышленности, играл большую роль. Вот. И я считаю, что он сыграл очень большую роль в становлении здесь штаба, да, Конечно, татарского конгресса. Постоянно был с нами. Вот, постоянно был здесь, он играл очень большую роль. Ну, вокруг этого человека, конечно, все сразу собирались. Конечно, если он вдруг сказал, я вот тут помогу, все, тут все люди уже вокруг него, и все создается. Это такие люди, они очень редкие. Лидеры. Очень редкие. И дай Бог, если бы нашему государству было бы побольше таких людей, навряд ли бы Советский Союз перестал свое существование. Он бы развивался и стал бы очень сильной, значит, страной. Но так случилось, что захватили власть другие, поэтому мы вот сейчас возрождаем это все дело. Так что, виват, да здравствует Николай Васильевич, да здравствует, значит, штаб Татарского конгресса. Уходят друзья туда, где бездонные и горы, и реки, и небо в алмазах, где только архангелы носят погоны, где девы невинны, а дети прекрасны. Уходят друзья туда, где бездонны, безбрежны и горы, и долы, и гладь океана, где струи хрустальны, воздушной одежды, и люди не знают измены и обмана. Yürekler kuşaldı, yıllar ayrıldı, dağa ayrıldı.
ертышар, алдык без нишләргә, язмыштан булмас. Язмышлар, ертышар, ертышар, алдык без нишләргә, язмыштан булмас. Узмышлар. Сөйгәнең ятларда, моңсу танытканда, өзелә җаннарым, өзелә, хәсрәтем югала, шатлыгым югала, бер генә карасам йөзеңә. Хәсрәтем югала, шатлыгым югала, бер генә карасам йөзеңә. Молод Нижнекамск, а знатен. Славят город юности его мастера и кудесники, строители, шинники, нефтехимики. Нижнекамск сегодня – это 150 тысяч нижнекамцев. Наш рассказ об одном из них. Он пришел сюда в числе первых. Из анкеты коммуниста. Первичная партийная организация. Производственное объединение Нижнекамск нефтехим. Партийный стаж. 26 лет. Ученая степень. Кандидат химических наук. Почетные звания и правительственные награды. Герой социалистического труда. Лауреат премии Совета министров СССР. Участие в выборных советских и партийных органах. Депутат Верховного Совета РСФСР. Делегат 24-го, 25-го, 26-го съездов партии. Главное в его биографии – Нижнекамск. С первого колышка. 20 лет жизни. Самые трудные и значительные. Годы борьбы за осуществление замысла – создать небывалое предприятие. Вот он, флагман отечественной нефтехимии. Равного ему нет во всей Европе. По мощности и совершенству технологий, по масштабам и темпам строительства. Всего 14 лет назад заработал здесь первый цех. Сегодня работают 16 крупных заводов объединений. О них главная забота Николая Васильевича Лимаева, генерального директора, коммуниста. Сегодня 10-е, да? А вы хотели в среду. На что я могу сказать министру? Когда мы найдем синтез на F6? Значит, по программе, которую я Да не по программе, мы по делу. Да, Васильевич, будем стараться 25-го дать. Больше я ничего пока не могу. Ну то что? А когда мы утверждать будем акт госкомиссии? Да, Васильевич, здесь одна проблема. Изоляция. 6-й цех. Если мы примем обезметанольный формалин... Нет, вы глупости не делаете. Вот я тоже вот боюсь, что... Глупость быстро сделать, а потом 100 умных не раскрутит его. Закрутили У вас обезметанольный, вы не формалина где? F16. F16, да? Да. Вы его не включали еще? Не, мы дали специально, чтобы метанольный не замерзает. Входит в строй очередной 17-й завод.
кристаллизуется. Народному хозяйству он даст многие тонны продукции. Добавит славы и почета объединению городу. Принесет и новые проблемы, от которых здесь не прячутся, не бегут. У нас здесь сегодня завод винила, пожалуй, самый тяжелый завод по эксплуатации и по выполнению плана производства. Здесь мы связаны не только с своим планом производства. Я уже вам рассказывал, что от вашей работы зависит работа коллективов Ефремовского завода, СК, Воронежского завода, СК, Красноярского завода, Тольятти мы даем. И то, что мы в этом году не додаем продукцию, практически эти заводы не выполняют контрольные цифры пятилетки, не выполняют план этого года. Большие ваши беды в работе – это от механической части. Эксплуатация компрессоров, насосов. Главным механиком у вас Матвеев Геннадий Васильевич, да? Васильевич. Неплохой специалист, но тоже не хватает характера в организации. Решили по рекомендации тоже вашего завода после глубокого анализа в партийном комитете рекомендовать или назначить главным механиком Дупленко Вячеслава Васильевича. Я могу сказать честно, что он отказывается. Вы молодой, опыта недостаточно, но молодость это, по-моему, не большой недостаток. А он придет, попадет пару раз в хорошие переделки, закрепится по ним лучше, чем у старого. Вот так, с вашего разрешения назначаем Вячеслава Васильевича главным механиком завода. Что скажешь, Вячеслав Васильевич? Сергей Александр Владимирович говорил, ему, в общем-то, легче. Еще... Назначен главным специалистом завода. Не рискует ли генеральный директор, вверяя ему судьбу плана? Ведь Вячеславу Дупленко всего 27. Впрочем, в 22 года комсомолец Коля Лимаев, начальник цеха, на Уфимском нефтеперерабатывающем. В 33 коммунист Николай Васильевич Лимаев, директор строящегося нефтехимического комбината. Как план следующий у вас идет депентонизация? Немного нижнекамской статистики. В 25 лет молодой инженер, готовый начальник цеха. В 30 главный специалист, инженер, технолог, механик. 35 средний возраст директоров заводов. А по части... Доверие и спрос в большом и малом деле, без скидок на возраст и отсутствие опыта. Таков стиль Лимаева, руководителя, коммуниста. Алло. Здравствуйте. Перезвоните, пожалуйста, попозже. Сейчас идет совет директоров. Сколько, Усманов здесь, нет? Сколько у нас бульдозеров? Да. 17. Сколько автогрейдеров? 4. Сколько у нас полевомоечных машин? 5. 9. 26 машин. И 5 пескаров. 31 машина. Сколько работает в городе? У меня, значит, один грейдер работает. Бульдозер. Почему вы понимаете, что мы так допускаем, а? Даже город, понимаете, смотрите, на что похож. Никогда такого не было. А? Как кто не выделяет, что есть, нет права, что ли, понимаете, на вас? Нет, Николай Васильевич, может быть, по этому поводу. Значит, Хаснуллин есть договоренность. Для города говорит, вы мне технику не выделяете, держите вот эту магистральные дороги. У него сидит Хашап. Я не знаю, как... Главные дороги. Внутренние дороги, внутриквартальные дороги. Все наши есть и грейдер есть.
Ну, вот самое, ты ко мне по каждому пустяку ходишь. За исключением того, что, понимаете, нужно для городского обслуживания. Я ехал, посмотрел, ну, по меньшей мере, 500 автобусов стоят. Вот здесь, на дороге имени Вагапова. На спуске. У него техника, он может и... Дима, тоже надо убирать, Николай Васильевич. Вот надо убирать, а ты не убираешь ни там, ни здесь. Ни там, ни здесь не убираешь. Когда здесь стоят, при таком изменении погоды это самое... Вчера стояли. Когда? Во сколько? Вчера стояли 9:30. Утром? Да. Я сам еду, все песковано. С тобой спорить как с радиоприемником. Да. Я тебе обещал отобрать машину. Пожалуйста, берите. Пожалуйста. Подготовьте. Я ведь не против. Шипы отобрать и Я читал в университете Марксизма Ленинизма лекцию профессор товарищ Алимаев. Кто отвечает за проезжую часть по городу? Ну что я сказал? Я отвечаю. Я здесь за все отвечаю. Я-то, товарищи, пришел немного с другой целью. Не за аплодисментами, а я специально подготовил такую в виде академической лекции. Зная, что вы завтрашние наши рабочие, члены нашего коллектива, поэтому и хотелось бы просто рассказать. Наше предприятие сегодня занимает ведущее место нашей отрасли по производству важнейших продуктов нефтехимического синтеза. Ну, вы, наверное, уже химию в какой-то степени знаете. Знаете, что такое процесс полимеризации и как сложно управлять процессом полимеризации. В 1962 году, когда меня направляли в Италию и в Англию для закупки завода по производству бутилок Каучука, американцы наложили вето. Мы им предложили баснословную цифру за один процесс. Они отказали. Тогда вот наши специалисты, институты, наш коллектив построил завод по производству бутылок Каучука. И когда эти канадцы приехали посмотреть на наш завод, они нам предложили: давайте мы модернизируем ваш завод всего за $25 миллионов. Мы им отказали, сказали, что мы сами сделаем этот процесс. И вот наши ученые, наши инженеры, наши рабочие создали этот процесс. Сделали своими руками. Вот он, рукотворный каучуконос. Лет 10 назад синтетический каучук в нашей стране получали только из спирта. На тонну такого каучука тратили по 10 тонн зерна или 22 тонны картофеля. Сегодня на конвейере каучук из попутного нефтяного газа. Наш советский, с нижнекамской маркой, со свойствами лучшими, чем у натурального. Из каучука, который дает объединение за сутки, можно сделать шины для 1000 автомобилей КАМАЗ. За проектирование и строительство производства каучука большому коллективу нефтехимиков, монтажников и строителей присуждена премия Совета министров СССР. Среди лауреатов Николай Васильевич Лимаев. У Нижнекамска завидная судьба. Это город без окраин, без временных сооружений, с чистым воздухом, как и было задумано в проекте
отмеченным золотой медалью ВДНХ. Николай Васильевич помнит первую рыбалку в этих местах. Рыбы не только было мало, она и в уху не годилась. Тогда еще мало думали о защите природы. Первым промышленным объектом в Нижнекамске стали очистные сооружения. Еще были на бумаге производственные корпуса, поднимались первые городские кварталы, а между городом и будущим комбинатом уже вырос большой фруктовый сад. Одной из первых служб объединения стала лаборатория охраны природы. Мы бы назвали это предвидением. Николай Васильевич называет это по-другому – ответственность. И не только за день сегодняшний, но и за будущее. Когда было задумано подсобное хозяйство, над Лимаевым посмеивались. Свинарника нам только не хватало. Сегодня совхоз «Нефтехимик» в числе лучших хозяйств района по производству мяса. На очереди птицеферма на 30 тысяч кур-несушек, свое рыбное хозяйство, теплицы. Недавно нефтехимики присоединили к своему подсобному хозяйству земли отсталого совхоза, чтобы создать надежную кормовую базу. Хлопотное это дело, да и рискованное, решиться породнить сильное уже хозяйство с немощным. Но, видимо, в характере Николая Васильевича Лимаева не останавливаться на полпути. Делать все с размахом, по-хозяйски. Ну что такое план? План — это люди. Если человек опоздал на работу на 1 час, а в Насовске работает десятки тысяч человек, во что это выльется для народного хозяйства? Но это если он опоздал. Но если он приехал на работу, затратив энергию на это, не только опоздал, но еще приехал обессиленный, если понимать, у него испорченное настроение, то он не 53-54 тысячи, он значительно меньше даст, и спросить с него будет сложнее. Поэтому план начинается от отдыха дома до приезда на работу. И от того, что хоть на работе, если человек пошел в столовую, за полчаса покушал, хорошо, вкусно, сытно, имел возможность после этого 15 минут отдохнуть, то остальное время он работает уже, опять-таки, с полной отдачей. Поэтому отдых, доставка рабочих на работу, психологический климат в коллективе, общественное питание, бытовые условия
на работе. Все это является составным. И все это является важным для выполнения производственного плана. Умение видеть человека за цифрами плана – это и дар души, и долг руководителя коммуниста. Не уходить от проблем, больших и малых. Это стиль Лимаева. Это стиль работы нижнекамцев, их линия жизни. Значит, музыкальная студия нашего клуба «Нефтехимик». Он уже у нас работает 6-й год. Вот на сегодня 62 ребенка посещают эту студию. Ребята занимаются по классу фортепиано, занимаются по классу баяна, занимаются по классу аккордеона, занимаются в балетной студии, хор. Недавно вот создали вокально-инструментальный, значит, ансамбль. И с помещениями тесновато, Николай Васильевич. Одна комната на всех. На всех одна комнатюшка маленькая. И вот приходится в кабинете и у завхоза иногда. И директора, и в методическом. В раздевалке, представляете? Вариант, пусть, пожалуйста, мне позвонит срочно. Или Замеев. Где только можно, около туалета, извините. Ну, где угодно. Какой возраст детей, которые занимаются? С 7-летнего возраста. С 7 лет выше, да? Да. А ведь еще в клубе часто раньше вот был военкомат. Тут уж вообще. Одна у нас занимается на дому, понимаете, себя дома. Почему такая обязанность? Почему вы где-нибудь вопросы ставили? Ставили? Где? Все 6 лет ставим. Ну где вопросы У ставили? себя в клубе. У нас есть, наконец, директор. А? Мы просим директора обращаться. Мы ходили в горосполком. Мы в таком загоне находимся. Вот детская студия, 62 ребенка, занимается где придется. Если правильно, то грош вам цена, и нам тоже, да. Да. Вы мне привезете потом титул с 81 года. Теперь вот я хоть... Да, сегодня. Ну, через час примерно. Алло. Одну минутку. Теперь вот так. Мы могли бы где-нибудь в ближайшем вот городе черте что-то приспособить, 3-4 хороших комнаты дать под детскую студию музыкальную. Ну, жили, я не знаю где. Ну, в общежитии, может, Николай Ильич. Да. Ну, в общежитии. Мы Николая Васильевича на заводе, рабочие, аппаратчики, очень хорошо знаем. Очень хорошо знаем. И очень верим ему. А причина нашей веры, та, что мы знаем, что он работал раньше сам аппаратчиком в Уфе. Вот. Он хорошо знает нашу работу. Он хорошо знает нашу рабочую жизнь. И поэтому, когда мы идем к нему с каким-нибудь вопросом, или он бывает у нас, вопросы решаются правильно. Получать откуда-то готовые кадры не было возможности. Учитывая это, руководство Николай Васильевич Лимаев, прежде всего, решили создать профессиональное техническое училище у себя в городе. И вот в 1965 году такой профессиональное техническое училище был открыт, значит, на базе нашего предприятия. С первых же дней, вот по инициативе руководства лично Николая Васильевича, значит, это училище считался цехом номер 1 нашего объединения. Как каждый человек, конечно, имеет, и Николай Васильевич, определенного рода недостатки, но больше имеет положительной стороны. Поэтому он, благодаря, понимаете, вот таких положительной стороны характера, он имеет большой авторитет, пользуется большим уважением в партийной организации, в своем коллективе, понимаете. Также я его считаю одним из
таких талантливых руководителей, способных руководителей. Да это и дело показывает. Слушайте, комбинат выполняет план по всем качественным показателям, в том числе, понимаете, по строймонтажу. Свидетельствует о том, что он многогранно занимается развитием своего комбината, не местнически, а по государству. Николая Васильевича отличает какая-то удивительная способность предвидеть, как-то заглянуть вперед намного дальше, чем обычные те люди, с кем он работает. Например, я с удовольствием привел бы пример нашего подсобного хозяйства. Подсобное наше хозяйство возникло уже 3 года тому назад. Когда Николай Васильевич подал эту идею о том, что нам надо иметь подсобное хозяйство для того, чтобы как-то еще лучше решить продовольственные проблемы, продовольственные вопросы в объединении, еще лучше обеспечить работников нашего объединения мясными продуктами, овощами. Николай Васильевич интересен своей уникальной памятью. Он помнит, с кем, когда, какие вопросы, какие проблемы решал. И это, конечно, ему помогает во многом решать вопросы оперативно, по-деловому. Если другим руководителям на решение этих вопросов требуются месяцы, годы, он же их решает намного быстрее, намного оперативнее и намного квалифицированнее. Меня поражает в нем умение находить контакты с крупными руководителями, с руководителями проектных институтов, с руководителями, специалистами проектных организаций. При решении проблем, связанных с строительством комбината, он, безусловно, он всегда подходит с партийных позиций. Не только с точки зрения строительства только производственных предприятий, но и строительства города. При решении всех этих вопросов чувствую всегда, прежде всего, Николай Васильевич подходит с партийных позиций, с государственных позиций. Вот я могу сказать, что как-то все, вот то, что здесь собрано, но несколько формально или как показано, собрано, что человек, который занимается какими-то отдельными, однозначными делами. Поэтому все эти вот дифирамбы о хорошем стиле работы или каком-то, так, они не отвечают действительной жизни. Государственный человек, это считаю, что у нас все государственные люди, от рабочего до министра, до любого руководителя. Человек на своей работе должен делать то, что ему поручено, доверено, делать честно, с желанием, чтобы каждый день, проведенный на работе, доставлял удовлетворение то, что он сделал за этот день. И чем больше делаешь, тем больше удовлетворения. Чем больше удовлетворения, значит, больше создания того, что ты действительно не напрасно провел свой рабочий день, не напрасно живешь на земле. Это я так понимаю. Одним из важнейших этапов развития экономики Татарии является создание Нижнекамского нефтехимического комплекса, который за последние десятилетия в возрастающей степени определяет рост промышленного производства республики. За сравнительно небольшой срок здесь практически реализована крупная народно-хозяйственная задача. По ряду важнейших видов продукции объединение сегодня существенно влияет на общесоюзные темпы роста объема производства и вносит большой вклад в осуществление решений партии по ускоренному развитию химической индустрии страны. Основой всех достижений коллектива объединения являются его замечательные кадры, воспитанные в духе высокой организованности, большого трудолюбия, правильного понимания своего общественного долга. Огромна заслуга в этом всей Нижнекамской партийной организации во главе с городским комитетом партии Нижнекамска. Большой вклад в создание и развитие Нижнекамского нефтехимического комплекса внес Николай Васильевич Лимаев, который вот уже в течение почти 2 десятилетий является бессменным директором вашего объединения. Под его руководством успешно осуществляются задачи ускоренного ввода и освоения крупнотоннажных нефтехимических производств, создания благоприятных условий для высокопроизводительного труда, быта и отдыха трудящихся. Партия высоко оценила трудовые достижения вашего коллектива. За большой вклад
в развитии нефтехимической промышленности страны и успешное выполнение планов 10-й пятилетки указом Президиума Верховного Совета СССР производственное объединение Нижнекамск нефтехим награждено высшей наградой Родины орденом Ленина.